Всем привет с острова Сахалин. Здесь прошел 6-й соревновательный день первых зимних международных игр «Дети Азии». Эти игры, как говорят эксперты, послужили стимулом для поднятия спортивных результатов у участвующих спортсменов. Многие ребята установили личные рекорды. Так, например, сноубордистка Софья Кожухова из сборной Сибири неожиданно для себя впервые взяла золото на мировом уровне. А сенсации в шорт-треке? В финальной эстафете бесспорную гегемонию корейца смогли разрушить казахские конькобежцы. Но соревнования продолжаются, и нас наверняка ждут новые рекорды. По крайней мере, мы надеемся на это в фигурном катании. Да, ведь в этом виде спорта последние годы зажигаются все новые и новые звезды, и, возможно, это случится даже сегодня в короткой программе. Первое же выступление в короткой программе продемонстрировала спортсменка, которую считают одной из фавориток соревнований. Это Дарья Батяева из сборной Якутии. Она достаточно чисто показала все обязательные элементы. Выступление удалось, все хорошо получилось. Сейчас готовлюсь к произвольной программе, нужно будет чисто откатать. Хорошо откатать получилось не у всех. Сегодня на сахалинском льду было очень много падений. Расстроена ушла в раздевалку одна из сильных фигуристок игры Ева Яковлева из Кыргызстана. У меня не получился каскад Сальхов-Тулуп 3-2, но я не буду опускать руки, буду работать. Я его хотела сделать, но впереди еще произвольная, так что будет еще борьба между девочками. Почти безупречное катание показала сегодня корейская фигуристка Ю Янг. Она занимается у известнейшего американского специалиста Томаса Крайшек. Ее короткую программу под композицию «Танго любви» зрители встретили овациями. В итоге у кореянки лучший результат. Далее ее коллега по команде Наин Ли. А на третьей строчке после первого дня соревнований расположилась представительница сборной Татарстана Ясмина Кадырова со своей яркой динамичной программой. По международным правилам короткая программа длится 2 минуты 40 секунд, а вот количество обязательных элементов на детских соревнованиях сокращено до 7. Здесь очень разный спектр участников. И участников мальчиков то же самое. Есть спортсмены, которые могут с успехом выступать на юниорском чемпионате мира, а есть спортсмены, которые, в общем-то, делают более-менее первые шаги на льду. Всего на фигурном катании заявлены 33 участницы. Впереди их ждет произвольная программа. Сарглана Захарова, Сергей Козюра, Сахалин, «Дети Азии». В лыжах стартовала новая дисциплина – смешанная эстафета 2 на 2. В каждой команде 2 юношей и 2 девушек пройдут по 5 и по 3 километра соответственно. Ну давай, маленько, поработай, финиш! Таких эмоций не было ни в одном из соревновательных дней. Смешанная эстафета – самая жаркая и динамичная дисциплина в лыжных гонках. Но что осталось неизменным, так это аутсайдеры заезда. Ребята из Непала и Таиланда по-прежнему с трудом преодолевали трассу. Пока таиландские спортсмены вели спор за предпоследнее место, их группа поддержки вместо того, чтобы болеть, упражнялась в русской забаве – снежках. А когда еще придется, снега в Таиланде не бывает. Все ожидали, что основная борьба развернется между москвичами и командой «Сахалин-1», в состав которой входит победительница 2 предыдущих заездов Анна Кожинова. Но в середине гонки инициативу у хозяев игр перехватил Сибирский федеральный округ, который набегал на серебро, оставив сахалинцев лишь с 3-м местом. А возглавила медальный список команда Москвы, так как уже в предыдущих гонках можно было смело говорить, что сборная приехала сюда явно не в качестве туристов. А завершит же лыжные гонки на играх эстафета дружбы, которая пройдет послезавтра. Василий Ращенко, Сергей Козюра, «Дети Азии», Сахалин. В хоккее сегодня заключительный день игрового этапа. Пройдут 4 матча. Вчера также было 4 игры, и вот что я заметил. Каждый матч закончился сухой победой одной из команд. Но сегодня на льду встречаются друг с другом такие монстры, как Сибирь и Дальний Восток. И легкой победы ни у кого не будет, это точно. Ну и все переживают, выйдет ли на матч с Японией команда Кувейта, которая еще вчера планировала прекратить свое участие на турнире из-за серии проигрышей. Команда Кувейта вышла на лед. Нужно отдать должное мужеству кувейтских хоккеистов, которые осознают самый низкий уровень подготовки по сравнению с другими командами.
Матч закончился со счетом 54-0. Сразу после матча южно-сахалинская команда по хоккею с мячом вручила кувейтцам памятные медали. Для японцев этот матч тоже был чисто символическим. Несмотря на победу, они не проходят в финал. Нашим противником был Кувейт. Они, конечно, старались и боролись, поэтому мы играли с ними с большим уважением. Болельщики сегодня ждали матч лидеров группы А, которые пока не знали поражений. Это команды Сибири и Дальнего Востока. Понятно, что обе сборные не планировали отдавать преимущество. В середине первого периода счет открыли сибиряки, но дальневосточники ответили взаимностью. Болельщики уже прогнозировали ничью, но в конце второго периода Сибири удалось переломить драматургию игры. Команда перешла в наступление и ушла на перерыв со счетом 4-2. В финальном периоде сборная Дальнего Востока смогла удачно контратаковать соперников всего один раз. Они проиграли Сибири со счетом 3-8. Будем серьезно готовиться, настраиваться. Наша задача выйти в финал и победить этот турнир. А фаворит группы «Б» сборная Урала одержала еще одну победу на пути к полуфиналу. На этот раз перед мастерством уральских хоккеистов не смогла устоять команда Туркменистана. Итог матча 15-0. Заключительный матч дня должен был определить, кто же выйдет из группы в полуфинал – сборная Якутии или Казахстана. Но в первом периоде уже было понятно, что борьбу за медали продолжат казахские хоккеисты. Якутяне довольствовались лишь шайбой престижа. Счет в игре 18-1. По итогам группового этапа в полуфинал прошли команды Сибири, Дальнего Востока, Урала и Казахстана. В полуфинале сибиряки встретятся со сборной Казахстана, а Урал с Дальним Востоком. Юрий Осипов, Семен Афанасьев, Владимир Павлов, Дети Азии, Сахалин. В сноуборде сегодня параллельный слалом. Эта трасса намного сложнее, чем трасса гиганта, хотя бы тем, что она значительно короче. Разница между спортсменами будет составлять сотые и даже тысячные доли секунды, а это значит, что возможны интригующие драмы. Главная интрига заезда в женском параллельном слаломе – сможет ли чемпионка гиганта Софья Надыршина повторить свой впечатляющий результат. В тот раз реальную конкуренцию ей составляла лишь Мария Волгина из Миасса, но сегодня ее выход на трассу был под вопросом. В схватке с Надыршиной Мария врезалась в ограждение и ее унесли на носилках. Маша не только вышла, но и вновь прошла в финал, а затем удивила судей впечатляющим финишем. Секрета в быстром восстановлении Волгиной нет. На старт она вышла после обезболивающих уколов. На самом деле я не восстановилась. У меня еще вчера вечером была шишка на голеностопе. И я до сегодняшней раскатки не знала, буду я выступать или нет. Я сегодня ездила на заморозки и на обезболивающие. На самом деле мне было очень больно. И я не знаю, как я докаталась. Теперь уже серебряная медалистка Надыршина вторым местом тоже довольна. Все были в равных условиях, так что тут ошибка моя. Трасса, в принципе, очень хорошая, свой склон, родители здесь, так что все хорошо. Напомню, что у парней в гиганте лучшим был еще один представитель Урала, Ярослав Степанко. После той победы признавался, что не до конца понимает, как вообще ему удалось завоевать золото. С таким же легким замешательством Степанко победил и во второй раз. Опять же, я не понял, что я еще выиграл. Я говорил уже, что не знаю, когда придет понимание. А так, радость чувствуется. Все-таки второе золото. Серебро у уфимца Всеволода Мартынова. Свою вторую подряд бронзу взял любимец сахалинской публики Артем Жмурко. Да, сегодня посерьезнее были, конкуренция сильная. Пришлось стараться лучше, прям тяжело было. На этом соревнования в классических дисциплинах сноуборда на играх «Дети Азии» окончены. Впереди экстремальный слоупстайл, в котором райдеры покажут трюковые программы. Для того, чтобы ставить рекорды, спортсменам нужны не только тренировки, но и правильное питание. Я знаю, что за тем, чтобы спортсмены получали все необходимые белки, углеводы, микроэлементы, следит большая команда диетологов и поваров. Так, за первые 5 дней участники игр съели 11 тонн продуктов. На 25 точках питания каждый день кормят тысячи спортсменов. Повара работают круглые сутки, чтобы успеть приготовить сбалансированное меню. Если в рационе обычного человека по нормативам должно быть не менее 3000 килокалорий в сутки, то спортсменам готовят на все 5500. Мы понимаем, что это спортсмены, мы понимаем, что у них энергозатраты выше, плюс холодно на улице, тоже требуется дополнительная энергия на обогрев организма. То есть мы вот эти вот нюансы тоже учитывали с нашими коллегами при формировании меню. При этом не забывают и особенности национальных кухонь. У
каждой делегации свои предпочтения. Райдеры по питанию заранее отправили представителей Кувейта и Индии. Остальные утвердили меню в рабочем порядке. Допустим, у меня очень много корейцев, очень много восточных ближе к нам. У них любимое блюдо, я так понимаю, рис. Вот. И рис у нас уходит просто неимоверных количествах. Так на столах всегда можно увидеть излюбленное корейское блюдо кимчи, но и местная сахалинская рыба обязательно в рационе. У нас обычно меньше рыбы, но все равно очень вкусно. Нравится то, что вот все вообще кухня прекрасная. А здесь у нас больше русская, но есть и разнообразие с восточной кухни. Хлеб очень вкусный. Еды хватает, да, наедаемся. Если что, у нас работают добрые повара, у которых можно попросить добавку. Если у спортсменов к питанию довольно строгие требования, то другим участникам игр можно поближе познакомиться с сахалинской едой. А она, как известно, связана с корейской и японской кухней. Например, острый суп химультин готовится из многообразия морепродуктов и с добавлением жгучих специй. Сарглана Захарова, Александр Ярков, Семен Афанасьев, Сахалин, Дети Азии. Половина комплектов медалей уже разыграна. Их торжественное вручение проходит каждый вечер на главной площади города. Это дает возможность как можно большему количеству людей увидеть чемпионов. Да и организаторам проще собрать для награждения высокопоставленных лиц и прославленных спортсменов в одном месте. В Южно-Сахалинске под наградную церемонию отдали площадь перед Домом правительства, которая на время проведения игр преобразилась в культурный парк. Так награды чемпионам вручали генеральный секретарь ОКР и пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова, член Международного олимпийского комитета Самира Асгари, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, двукратная олимпийская чемпионка Анна Багали и многие-многие другие. Главные помощники церемонии – женская наградная группа. Девушки-волонтеры в голубых костюмах и меховых белых шапках подносят медали и нагрудные знаки. Все прошли отбор и обучение. За внешний вид их прозвали «Снегурочками». В очередной день игр сноубордистов ждут две дисциплины. Команды юношей и девушек сразятся в параллельном гигантском слаломе. Затем райдеры покажут трюковую программу в слоуп-стайле. Хоккеисты перед полуфиналами похвастаются в индивидуальном мастерстве, а в биатлоне две смешанные эстафеты. Парни и девушки выйдут на 6 и 4,5 километра. Еще мы увидим короткую программу у юношей в фигурном катании и командные соревнования летающих лыжников. И мы, Сергей Суханов и Ларина Сукуева, увидимся с вами в следующем выпуске.